Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. В канун празднования Дня Победы и независимости Абхазии президент Рауль Хаджимба подписал ряд указов о награждении высокими государственными наградами ряда ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при защите Республики Абхазия, звание Героя Абхазии посмертно присвоено Виолетте Клиевской и Далатбию Хашик. Указом президента за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, орденом Леона награждены 142 ветерана войны. Указом президента за мужество и отвагу, проявленные при защите Республики Абхазия, Афархатра за орденом мужества, награждены 26 человек, 7 из них посмертно. За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, указом президента медалью за отвагу награждены 707 человек. Президент Рауль Хаджимба подписал еще 2 указа на присвоение почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» за вклад в развитие хореографического искусства и укрепление культурных связей между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Сергею Шавлохову, художественному руководителю государственного ансамбля песни и танца имени Галаева «Симд», и Ланде Плиевой, артистке балета государственного ансамбля песни и танца имени Галаева «Симд». Указом президента за активную общественно-политическую деятельность Нестор Зарданя награжден орденом Ахт Апша 3-й степени. Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем независимости Республики Абхазия. За последние годы народ Абхазии добился значительных успехов в построении институтов демократического государства, в решении актуальных социально-экономических проблем и налаживании международных связей. С удовлетворением отмечаю, что российско-абхазские связи успешно развиваются в духе дружбы и добрососедства. Уверен, что дальнейшее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства отвечает коренным интересам граждан наших государств, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности, отмечается в поздравлении. Накануне Дня независимости Республики Абхазия председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила спикера Народного собрания парламента Республики Абхазия Валерия Бганба. Высоко ценим сложившиеся между нашими братскими народами узы дружбы и сотрудничества, взаимопонимания и стратегического партнерства. Выступаем за дальнейшее углубление и динамичное развитие двусторонних парламентских связей, являющихся одним из важнейших факторов укрепления российско-абхазских межгосударственных отношений, отмечается в частности в поздравлении. В столицу Абхазии для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы уже съезжаются гости. Делегацию ветеранов из братской Южной Осетии представители Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии встречали на государственной границе. 30 сентября они будут присутствовать на военном параде на площади Свободы, а уже сегодня их принимали руководство Абхазии и ветераны Отечественной войны народа Абхазии. В канун праздника ветераны 2 войн Абхазии и Южной Осетии пройдут по боевым местам и возложат цветы к мемориальным комплексам. Обещание приехать в Абхазию на День Победы юго-осетинские ветераны дали еще 10 дней назад, во время празднования Дня флага Республики Южная Осетия. Наши воины хотели не просто встретить гостей, они хотели показать маленькую страну души, ради свободы которой они не жалели жизни. Вот приближались к республике, да, все внутри как-то кипело, что как будто к родине приезжаем. Вот такое ощущение. Мое обращение будет к подрастающему поколению, чтобы они оценили травму защитников, чтобы они, когда проходили мимо памятников погибших, чтобы они на миг останавливались, хоть внутри сказали спасибо, ради кого они живут. Так что Абхазия, Осетия, мы едины. Абхазия, Осетия непобедимы. Этот мемориальный комплекс в Гагре появился достаточно давно. По вечерам здесь еще нет освещения. Но это не стало препятствием для ветеранов, которые под свет автомобильных фар возложили цветы к могилам добровольцев. Как цыплята берегла. И когда они уезжали в Абхазию, я их провожала. Но, братья мои, ни о чем не жалейте. Я горжусь вами, что вы защищали брата. Я горжусь родными
Простите мне, дорогие мои братья. В офисе Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии состоялась торжественная церемония вручения наград. 5 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии были награждены орденами за боевые заслуги перед Родиной. Выписка из приказа министра обороны Республики Южная Осетия номер 532 о награждении воинов-защитников Республики Абхазии за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского и патриотического долга, а также за укрепление связи между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, а также во знаменование 22-й годовщины освобождения Абхазии, приказываю наградить медалью Министерства обороны Республики Южная Осетия за боевые заслуги Агрба Бадри Ивановича, лидера государственной организации «Инвалиды войны в Абхазии». Более 15 ветеранов войны в Южной Осетии, среди которых добровольцы, защищавшие свободу народа Абхазии, были награждены медалью Аруих Дзерхага. Это место всегда в памяти каждого из нас будет связано с линией фронта. В августе 92-го враг здесь и был остановлен. На реке Гумиста наши воины не раз прорывали линию обороны противника ради одной цели – освободить любимую столицу и всю оккупированную часть страны от врага, вознамерившегося уничтожить Сухум, Абхазию, да и всех абхазов. У каждого из них с этим местом связаны свои воспоминания. Кто-то переносится в зимние месяцы 92-го, когда эта такая тихая с виду река бурным потоком крушила все на своем пути. Кто-то вспоминал друзей, которых потерял здесь в те тяжелые дни войны. Эта крупная женщина, которую друзья ласково называют Майей Плесецкой, редко приезжает сюда. И дело тут не в здоровье. Сидеть и смотреть на лица боевых друзей, которые навсегда останутся молодыми, ей сложно. Некогда любимое место Гумиста навсегда будет связано с болью потерь, с воспоминаниями, от которых никуда не деться, которые всегда будут рядом, будто и не прошло этих 22 лет. Чтобы открыли глаза и посмотрели, где, что и как. Стало забываться. Своим ребятам я пожелаю, достойным ребятам я пожелаю здоровья, счастья, веселья и долгих-долгих лет жизни. Назло врагам. То, что награду Эсме Аршба вручают на Гумистинском мосту, вполне символично. Именно здесь она получила первое ранение. Здесь с друзьями захватила первого пленного. Не раз переходила реку, чтобы быстрее добраться до родного Сухума. Нисфа Аршба, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял представителей фонда поддержки раненых в ходе боевых действий на территории Республики Южная Осетия с 1989 по 2008 годы, прибывшим в Абхазию для участия в торжествах, посвященных празднованию Дня Победы. Во встрече принимал участие председатель фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Бадри Агарба. Председатель фонда Мадина Плеева поблагодарила Рауля Хаджимба за теплый прием и от имени жителей Братской Республики Южная Осетия поздравила весь народ Абхазии с Днем Победы. Президент Абхазии подчеркнул необходимость укрепления связи между ветеранскими организациями Абхазии и республиками Северного Кавказа. Рауль Хаджимба отметил важность воспитания подрастающих поколений на примере героизма и самоотверженности участников войны. Дети Абхазии и дети Осетии должны знать о подвигах своих героев, отметил глава государства. Я искренне рад вас видеть. Все те процессы, которые есть сегодня и у нас, и в Южной Осетии, нацелены на то, чтобы страны наши состоялись, чтобы были возможности создать условия для наших людей, для ветеранов войны, для родителей, ребят погибших. И, конечно, это нелегко дается, это тяжелый процесс, но, несомненно, наши возможности будут нарастать. И хотелось бы, чтобы наши ребята, все те, кто принимал участие в войне, будет там или здесь, чтобы государство уделяло большее внимание для того, чтобы эти люди могли бы достойно жить и продолжать то дело, которое вот мы с вами все эти годы делали,
были во все эти процессы вовлечены. И надеюсь на то, что наши будущие поколения будут как раз-таки нацелены на то, чтобы продолжить то дело, которое было сделано вами, и то, что делается сегодня. Хотелось бы, чтобы мы с вами, вне зависимости от того, где бы ни находились, делали бы свою работу качественно, хорошо и помогать в воспитании будущих поколений. На примере ребят войны, героев войны. И молодое поколение должно знать лучше все то, что происходило с нами в те годы. Позже делегацию из Южной Осетии принял вице-президент Абхазии Виталий Габня. Гости рассказали о сегодняшней ситуации в Южной Осетии, о проблемах, стоящих перед ветеранами войны. Представители фонда поддержки раненых в ходе боевых действий на территории Республики Южная Осетия с 1989 по 2008 годы поблагодарили Виталия Габня за возможность посетить Абхазию и вместе отпраздновать важный праздник. Вице-президент поблагодарил гостей за приезд и выразил надежду на то, что тесное общение, дружба между ветеранами войн в Абхазии и Южной Осетии станут долгими и продлятся на многие века. Виталий Габня предложил гостям начать прорабатывать проект по протезированию ампутантов, участников войны в Южной Осетии в Центре протезирования в Гагре. У нас с вами одна новейшая история, дорого она для нас стоит. Поэтому, когда испокон у нас поднимали за столами за мир, это вот были те тосты, которые достались нас от предков. Но сегодня мы же с вами совершенно другой смысл во все это вкладываем. Это связано с глазами наших друзей, детьми, которые погибли, женщинами. И поэтому вся ваша боль нам понятна. Спасибо, что вы сегодня с нами. В Сухум для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, прибыли спикер парламента Республики Науру Людвиг Скотти и секретарь парламента Энн-Мари Кейн. Сегодня их принимали в МИДе и парламенте страны. Людвиг Скотти – известный в своей стране государственный деятель, 24-й и 26-й президент Республики Науру. В качестве спикера парламента в Абхазию он приезжает в 3-й раз. На встрече с главой внешнеполитического ведомства страны Людвиг Скотти сказал, что руководство Науру поддерживает независимость Абхазии. Несмотря на географическую отдаленность друг от друга, мы надеемся, что сможем сделать наши отношения более близкими, сказал он. Я хочу вас заверить в том, что руководство Науру поддерживает вашу прекрасную свободу, ваше стремление к свободе и вашу независимость. Я также хотел бы передать слова приветствия от моих коллег в парламенте, от руководства Науру и, конечно же, от нашего народа. Это встреча друзей, которые понимают друг друга с полуслова, сказал Вячеслав Чирикба, приветствуя гостей из Науру. Абхазия ценит поддержку, которую оказывает руководство Науру на различных международных площадках. Мы относимся с уважением к большим странам, но и малые страны тоже имеют свой голос, должны иметь свой голос. И иногда малые страны также могут быть вполне процветающими странами и очень комфортабельны для жизни. Я надеюсь, что наши две страны пример того, как может быть процветающей страной, небольшой страной, все-таки процветающей, которая стремится в будущее, которая строит свое будущее, опираясь на опыт предыдущих поколений и также на энергию молодых строителей государства. Гостей из Тихоокеанского государства принял и спикер парламента Абхазии Валерий Буганба. Он поблагодарил Скотти за поддержку и выразил уверенность в том, что связи двух стран будут только крепнуть. Для нас важно вообще любое наше упоминание, любая наша поддержка в мире, потому что мы пока только частично признанная страна. И, конечно, чем больше увеличится количество наших друзей, для нас будет гораздо легче входить в мировое сообщество. Островное государство Науру, член ООН, признало независимость Абхазии 15 декабря 2009 года, вслед за Россией, Никарагуа и Венесуэлой. Елена Лолуа, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Память сыновей Абхазии, погибших за свободу Родины, почтили сегодня в селе Моква. Там состоялся торжественный митинг, посвященный 22-летию со дня победы в Отечественной войне народа Абхазии. В нем приняли участие первый вице-премьер Шамиль Адзанба, представители районной и местной администрации, ветераны, участники батальона «Каскад», матери погибших воинов, жители села и школьники. Под звуки государственного гимна был поднят флаг республики. Флагшток высотой до 20 метров с флагом ранее был установлен компанией «Аквафон» в рамках патриотической акции.
выходцев из этого села погибло 38 человек, но в нашем батальоне были из Тхина, Члоу, Тап, многие очень из других сел, очень многие погибли. Особенно от июльской операции Тамышской. Сегодня в Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба открылась фотовыставка «Женщина и война». Посетителям были представлены фотографии женщин, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, а также ушедших из жизни после войны. Организатор выставки – Музей боевой славы и герой Абхазии Батал Кубахия. Выставка «Женщина и война» организована по видео и фотоматериалам Рамина Каджая, Майи Амич, Марины Барциц, Батала Кабахия и Олега Климова. Здесь представлены фотографии погибших женщин на полях сражений. В Отечественной войне народа Абхазии в боевых действиях принимали участие более 100 женщин. 20 из них погибли в боях. 4 при исполнении служебных обязанностей в 1994 году. И еще 12 за все послевоенное время. Представленные материалы – молчаливое свидетельство о подвигах хрупких женщин во имя жизни на нашей земле. Пройдя зал с фотографиями тех девочек, кого уже нет, наверное, о каждой из них мы помнили и всегда говорили, но когда видишь всех вместе, это очень сложно, это очень тяжело, больно, обидно, что их нет с нами. На самом деле, женщина на войне – это не только медсестра, которая перевязывает раны, но и как флаг, которая заставляет мужчин идти вперед. Во второй экспозиции фотографии женщин, которые прошли всю войну. Увидев свой снимок времен войны, Марина Аршва вспомнила историю, связанную с этим фото. Мы спустились на трассу в Тамыше. Неделю трассу мы держали, вот перемирие такое вот было. Неделю мы держали, и вот теперь грузины пошли в наступление, и нам сказали, что надо вернуться на старые позиции и там закрепиться. А чтобы туда вернуться, нужно лесом там немножко идти. И я, конечно, я всегда возмущалась. Я начала возмущаться, я говорю, мы что, спустились для того, чтобы назад возвращаться, давайте здесь будем закрепляться. Но все равно приказ есть приказ, нужно идти, я вот возмущенная иду, видимо, за всеми туда. Когда война пришла на нашу землю, женщины встали наравне с мужчинами и вынесли на своих хрупких плечах все тяготы военной жизни. Наша задача – помнить девушек и женщин, погибших на поле боя и ушедших из жизни после войны, сказал директор музея Мзия Бея. Здесь выставлено 36 человек, 36 фотографий. Вы увидели там 3 рамочки, которые просто нет фотографий у нас на данный период. Потом мы рассчитываем, что нам кто-то принесет, увидев вот эти пустые фотографии, не останутся равнодушными. Среди них 8 девочек-героев Абхазии и 11 человек, которые ушли из жизни после войны. Все остальные погибли на поле боя. Если вы обратили внимание, там немножечко концептуально выделено. 3 девочки погибли в полете в вертолетах. Это Жанна Гвинджия, это Нелли Пацация, известная ахибюкская трагедия, и Лялечка Аршба, которая тоже погибла в вертолете. Пришедшие сегодня на выставку внимательно рассматривали экспонаты и не скрывали своих эмоций. Пришли сюда и школьники. Они смогли прикоснуться к личным вещам и оружию бойцов, участвовавших в военных операциях. Хочу сказать спасибо тем, кто воевал, тем, кто донесли победу до нас. Сейчас то, что нам надо делать, это только учиться детям. И то, что мы сегодня увидели здесь, оружие и вещи погибших, нас это очень впечатлило. И дома мы очень много разговариваем с родителями о войне, тем более в преддверии праздника сегодняшнего. Выставка «Женщина и война» продлится месяц. Сария Смыр, Рената Шакай, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Учащиеся первой Сухумской школы имени Баграта Шенкуба приняли участие в акции «Бессмертный полк». Шествие началось со двора школы, откуда школьники с фотографиями погибших бойцов направились в Парк Славы, где состоялось возложение цветов. Суета во дворе первой школы. Учителя готовят детей к шествию, выстраивают их в колонну. В акции под названием «Бессмертный полк» участвует вся школа. Впереди, как и полагается, идут самые маленькие, с цветами и фотографиями.
На фотографиях лица родных, деды, дяди. О них дети знают многое. Родители рассказывают. Это мой дядя. Ему было 26 лет, и он погиб. Он воевал за Абхазию. Я горжусь своим дядей. Для многих на фотографиях лица незнакомых им воинов, но дети знают историю и имя героя, изображенного на фото. Этот человек мне никто, но он погиб, защищая нашу родину, наше поколение. Это люди, которые погибли, чтобы мы были свободными. Акция «Бессмертный полк» зародилась в Томске в 2012 году. С тех пор каждый год 9 мая она проходит во всех городах России. И с каждым разом число ее участников растет. В Абхазии акция впервые прошла в мае этого года. О ее значимости рассказывают сами дети. Этим мы хотим показать, что люди, которые погибли за нашу родину, никогда не будут забыты, и мы их будем всегда помнить. Они останутся в наших сердцах. Это Тарбар Замет, он тоже погиб во время нашей Отечественной войны. Троюродный брат моей матери. Так что мы его помним и никогда не забудем. Маршрут от школы до парка боевой славы дети преодолели легко. Ведь каждый из них осознавал важность акции. Тем самым они отдавали дань памяти тем, кто подарил им свободу. Идея родилась еще в прошлом году, когда 9 мая мы отмечали День Победы, 70-летие. Нашими же учениками старших классов они предложили нам пройти шествием Бессмертного полка. У нас сегодня в каждом классе прошли классные часы. После классных часов мы все вышли на это шествие. Шествие закончилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Царья Свыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. На днях делегация Сухумского района побывала с рабочим визитом в Ступинском муниципальном районе Московской области. Главу Сухумского района Беслана Авизова пригласил его коллега Павел Челпан. Делегация несколько дней гостила в городе и посетила ведущие предприятия, туристические фирмы и инвестиционные объекты. Ступинский район – динамично развивающийся промышленный регион Московской области. Он занимает достойное место, являясь хорошим примером для близлежащих районов. На встрече с коллегой Беслан Авизова отметил, что Сухумский район хотел бы, который наработал Ступинский район, а именно в части планирования. Мы разрабатываем план развития как на ближайшую перспективу, на 10 лет. Беслан Авизова рассказал, что одной из главных задач Сухумского района является возрождение сельского хозяйства и туризма. Небольшими, но верными шагами эти сферы развиваются. Павел Челпан отметил, что данная тенденция в интересах и Ступинского района, так как поставка овощей и фруктов из Абхазии была бы выгоднее, чем из других стран. Павел Челпан выделил пути поставки абхазской продукции на российский рынок. Должен сказать о том, что у нас вообще хотели мы как здесь разместить и по всей порт, то есть Новороссийск, вот, связать со Ступино, здесь там логистику, возможно, ну и естественно, в числе и связать вот с Москвой, Сухуми. Вот в этом направлении мы двигаемся, то есть как-то вот здесь вот товары перемещать. Двух районов подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. В знак подарили 3 серебряных абсара, памятные монеты. Павел Челпан вручил о присвоении звания почетный гость города Ступино, флаг и булаву. Намеченные планы работы между Ступино и Сухумским районом должны постепенно реализоваться. Договорились главы надеяться на обмен опытом в экономической, сельскохозяйственной и туристической сферах. Амра Амичба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Абхазские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга World Cup Diamond 2015, одном из крупнейших соревнований этого вида спорта. World Cup Diamond – это российский этап престижной серии турниров класса А, входит в тройку сильнейших соревнований кикбоксинга наряду с Кубком мира в Италии и Австрии. Его организация кикбоксинга и Федерация кикбоксинга России. Наша сборная не в первый раз выступает на этом престижном турнире, и вот уже 3-й год представляет страну под абхазским флагом. Кикбоксер Энрике Аргун возвращается с этого турнира с золотом. Надо отметить, зачислен в сборную России по кикбоксингу. Все дело в ежедневной подготовке, говорит чемпион. В этом году так получилось, что попал на 4 боя, выиграл. И после финального боя подошел президент Федерации кикбоксинга России и сказал, что я теперь буду представлять сборную России. И
На этом, думаю, это не конец. Надо будет доказывать, что я поправил, теперь буду представлять сборную. Серебряные медали нашей команде принесли Гудис Ахибба, Юрий Миканба и Миружан Евсипян. Юрий Миканба пришел в кикбоксинг всего пару месяцев, при этом показывает достойные результаты. Как бы появилась возможность поехать на такой турнир, я согласен в кикбоксинг. Решил потренироваться, мне понравилось. В весовой категории до 90 килограмм серебро завоевал Беслан Адлиба, а также по 2 дисциплинам серебро и Инар Таркил. Я вообще тоже начинал с бокса, занимался боксом, очень много лет посвятил боксу. Также у нас есть еще, который участвовал по ветеранам, занял 3-е место, тоже является, хорошо себя проявили, и я думаю, что если они будут заниматься дальше, то у них будет. Глава столичного комитета по вопросам молодежи и спорта, абсолютный чемпион мира за Россию, многократный призер чемпионатов мира по кикбоксингу, подготовку наших спортсменов. Федерация кикбоксинга Абхазии, существующих заниматься этим сложным видом спорта, немало. Мы будем усиляться, укрепляться, и наша команда мы будем развивать в стране кикбоксинг, единоборство. В этом направлении работу ведем. Надеемся, при поддержке нашего спорта мы будем улучшать. Наш президент и глава города готовились. Слава Богу, благополучно. Вы, конечно, также готовиться. Президент Федерации бокса Абхазии Альберт Рыков: важно для молодого поколения видеть победы и результаты их старших. Помимо тренеров еще есть старшие в команде, которые смотрят за ними, которые тоже по-своему, как уже у них большой опыт. Поэтому большой верь, что ты на самом деле находишься и всегда никогда не отказывайся от таких. Мирная организация кикбоксинга назначила Джона Атумава кикбоксинга Абхазии в России. На данный момент ребята бремя. Главной проблемой на сегодняшний день является недостаточное количество